Необходимость встречи и обсуждение совместной работы с представителями НПО возникла на фоне геополитических изменений в мире, отметил министр иностранных дел Инал Ардзинба, открывая встречу. Все представители международных организаций могли высказаться о своей текущей деятельности, однако говорить на камеру отказались практически все присутствующие. По просьбе представителей НПО обсуждение проектов проходило без камер. Исходили из того, что открытость, прозрачность в этих условиях, она крайне важна. Вы сейчас говорите, что вы не хотите выступать. Вы же не спецслужба какая-то, вы общественная гуманитарная организация. Почему вы отказываетесь от публичных выступлений? Мне непонятно, но это ваше право. Если вы обратитесь к СМИ, обращайтесь, и они перестанут фиксировать ваши выступления. Дискуссия длилась больше часа. Обсуждались проекты, которые планируется реализовать в этом году. Каждая организация рассказала о том, что уже сделано в Абхазии. У главы МИД к некоторым проектам возникли вопросы. Какое отношение движение против голода имеет к реформе местного управления? Расскажите нам. Или к разработке местной стратегии развития, как вы пишете? Это же компетенция органов власти. Вы в курсе? Почему вы этим занимаетесь? Расскажите, что это за проект, какие у него цели, задачи, как он реализуется? Это было обговорено и решено на местном уровне. Пока вы нам не сформулируете, не проинформируете нас, мы этот проект вынуждены приостановить. И проинформируйте тех людей, которые вас попросили этим заниматься, о том, что проект приостановлен. Хорошо? Не, я знаю, что митинга не было, но вот я поэтому вам и говорю, чтобы его не было. Представитель МКК в Абхазии Нинока Кубава говорить на камеру не отказалась. Она подчеркнула, что организация является нейтральным гуманитарным посредником как в Абхазии, так и во всем мире. Основная их программа – искать сведения о пропавших без вести, узнавать их судьбы и возвращать останки семьям. Пандемия скорректировала, конечно, нашу работу, и уже вот третий год мы оказываем помощь в этом плане Абхазии. Мы предоставили гуманитарную помощь более 600 одиноким пожилым людям по всей Абхазии. Мы предоставляли и продолжаем предоставлять оборудование, финансовую поддержку, средства индивидуальной защиты медицинским учреждениям. Еще добавить по пропавшим без вести, да, мы в прошлом году эксгумировали 30 мест захоронения. В этом году мы ведем подготовку, но в тесном сотрудничестве с МИДом, потому что мы обсуждаем всегда предварительно, где мы будем вести работу. Я вам благодарен за то, что вы сказали, что ваша деятельность ограничивается гуманитарным подходом. Деятельность грузинских спецслужб, она нацелена на создание агентуры влияния, на вербовку людей из разных социальных групп. Прежде всего молодежи. Сейчас мы фиксируем такой особый интерес к молодым людям. Вот они там в ТикТоке выступают, еще где-то выступают. Мы, конечно, все это обязаны отслеживать. Я вот хочу вам, кстати, процитировать и вернуться к плану действий по стратегии вовлеченности. И вот цитата. «Молодежь по обе стороны разделительных линий не помнит Грузию до конфликта. План действий подразумевает проведение спортивных, культурных и развлекательных мероприятий с тем, чтобы воссоединить молодежь, разобщенную разделительными линиями, укрепить дружбу между ее представителями и способствовать восстановлению взаимопонимания между будущими поколениями». Ну, хочу сообщить тем, кто это писал, что у нас молодежь образованная, умная, знает историю своего государства и ничего не забыла, все прекрасно помнит. И то, что грузинские подразделения вторглись в Абхазию, все здесь разрушили, мы до сих пор сталкиваемся с наследием этой акции, все это прекрасно помнят, поверьте мне. Поэтому все эти акции мы будем стараться максимально пресекать. Инал Ардзинба отметил, что если деятельность НПО соответствует целям и задачам грузинских программ развития, то они автоматически будут рассматриваться как угроза национальной безопасности Абхазии, а проекты будут закрыты. Мы прекрасно понимаем, что цель этих программ грузинских – это поглощение нашей территории, установление здесь грузинской власти. Но грузинского флага здесь никогда не будет. Я бы хотел, чтобы вы меня все услышали. Как добавил Инал Ардзинба, такого рода встречи будут проводиться регулярно. Сария Кварацхеля, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.